Вирусная волна сегодня докатилась до той сферы, которая считалась не такой уязвимой. Министерство культуры объявило о том, что временно закрывает все учреждения. Музеи, библиотеки, театры, филармонии, цирк и кино отменяются. Коронавирус даже вносит коррективы в расписание уроков. Многие школы уже перешли на удаленный режим, а большая часть российских вузов перевели студентов на дистанционное обучение. Как будут идти занятия? Каждое учебное заведение решает по-своему. Георгий Гривнев знал, что значит учиться на расстоянии. Человек, разговаривающий с компьютером на фоне пустого класса или аудитории. Российские школы и вузы массово ушли на удаленку. Вот в ульяновский урок тригонометрии в прямом эфире. Трансляция в высоком качестве прямо от доски. Если карантин продлится, соответственно, мы такую форму работы будем продолжать. Современные технологии массовой оснащенности и школы, и учеников с родителями компьютерами, ноутбуками и смартфонами, а также высокая скорость интернета позволяет и просто вести стрим занятий или работать в специальных программах и приложениях. Вот учитель пишет задание по истории, прикрепляет файл с контрольной работой и тут же знает, кто его получил и приступил к выполнению. Учитель может проконтролировать этот процесс, он может отправить сообщения и родителям, и детям с уведомлением о получении. То есть, если этот файл открывается, то учитель, соответственно, видит, что домашнее задание дошло до адресата. В Якутске преподаватель ведет видеосеминар и точно знает, что ее слова не улетают в пустоту. Вот в отдельном окошке каждый студент с подписанной фамилией. Если надо выйти, как с лекции, то нужно попроситься дистанционно. Отлынивать, конечно, не получится, потому что каждый студент записан на этот курс. Мы знаем, кто записан, кто сегодня зашел. Впрочем, реакция по другую сторону образовательного экрана разная. Кто-то рад просто тому, что до домашнего компьютера идти гораздо ближе, чем до школы. Да и интернетом пользоваться можно свободнее, что чревато антипедагогическими соблазнами. Некоторые будут с интернета все списывать. А вот если в семье есть еще и 11-классник, то его родители эти вынужденные каникулы огорчают и нервируют больше всего. Что теперь будет с экзаменами, с подготовкой? Не будут ли скомканы и даже потеряны эти самые важные весенние месяцы подготовки в условиях только домашних занятий? Человек работает, вот, там, на заводе, предприниматель, там, бизнесмен, может быть, у кого-то командировки. С кем оставлять ребенка? Не у всех есть бабушки, не у всех есть возможности там, в деревню куда-то отправить. Вопросами ЕГЭ занимаются на самом высоком правительственном уровне и на все вопросы обещают найти только правильные ответы. Нами будет внесены изменения в единое расписание проведения единого государственного экзамена. Перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения. Министр высшей школы и науки тоже заверил, переход на дистанционное обучение не должно создать студентам всех наших вузов ни технических, ни материальных проблем. Все стипендии студентов и зарплаты преподавателей сохраняются в полном объеме. Мы ставим такую задачу, чтобы все социальные права сотрудников университетов, работников университетов, в первую очередь преподавателей, были защищены в полном объеме. Но самое главное, на этом вынужденном педагогическом карантине соглашаются и в школах, и в вузах сохранить качество и преподавания, и получения знаний. Директор Екатеринбургской школы просит родителей не делать уроки с детьми и с интернетом, пока никто не видит. Понятно, это проще. Быстро сделали, все, задание готово. 5 получили, все счастливы. Потом этот ребенок приходит в школу и очно, к сожалению, проявить этих познаний не может. Технологии — это, конечно, прекрасно, но живого общения учеников и педагогов никакой смартфон с приложениями, конечно, не заменит. А потому окончания только что начавшегося школьного перерыва учителя уж точно будут ждать особо. Георгий Гривнев, Кристина Алквердиева. Известия специально для РЕН-ТВ.